два колена, одно преклонять перед учителем, другое перед врачом, а оба вместе перед своим Творцом. В честь, как вот этот символ, буква «Э» по коме, О с двумя точками, я назвал генетическая гравитация. В то же время мы инициировали фестиваль «Э», вы учитель с буквы большой, либо что в имени в твоем учителе в этом году. Он не имеет, этот фестиваль, границ, не имеет границ ни в пространстве, ни во времени. На следующий год по поводу доктора. Здесь получилось следующее, что первый раз про Прасковью Ивановну я узнал в 1974-1975 году. Заочно. У нас был классный час, беседа, моя будущая профессия. И Мария Дмитриевна Корчева произнесла такие слова. Я выбрала профессию учителя, потому что была влюблена в Прасковью Ивановну Чисталеву. И дальше мы вставали, говорили, кем мы будем. И все. Моя мама была тоже учительницей. Отец был доктор. То поколение, значит, тут получается смена поколений. Это смена, переоценка ценностей. То довоенное, довоенное, послереволюционное поколение имело совершенно другой дух. С ними все было по-другому. И вот прошло 33 года, у меня была такая ситуация, что я сам начал что-то писать, и мне Нина Николаева, здесь у меня есть ее сборник, Нина Анатольевна Николаева, была подругой Прасковьи Ивановны. Говорит, давайте познакомлю с Прасковьей Ивановной Чисталевой. Для меня это было что-то такое. Моя мама уже 12 лет нет, как она ушла. Это был 2008 год. Мария Дмитриевна Корчева нет, которая была классным руководителем. А здесь она меня познакомит с Прасковьей Ивановной Чисталевой. Так, это сборник у Николаева. Но ее тоже не стало, она тоже была учительницей. Так, и в итоге, когда Нина Анатольевна Николаева привела меня к Прасковье Ивановне, так, я прочитал ей одно стихотворение свое, но в итоге, как бы, у нее характер такой. Ну, ладно, не про это. Потом мы нашли вот эти письма. Вот эти письма, которые писала моя классный руководитель Прасковья Ивановна. Два письма в 2006 году, а Мария Дмитриевна не стала в 2007 году. Мария Дмитриевна. И в этих письмах, я сейчас не буду зачитывать, действительно следующее, что Мария Дмитриевна пишет, что вы учитель с буквы большой, я была в вас влюблена, вы были примером для подражания и в одежде, и в скромности, и в то же время в искренности и в откровении. Вот то поколение, оно было искренне и откровенно. И вот для меня Прасковья Ивановна, это, я ее приношу извинения, но за эти слова мне кое-кто назвал, что я богохульник и еретик. Для меня это было как послание Богоматери. С ней вот такое общение. Дальше, в итоге, при нашем общении я ей объяснил, что наступила эра так называемых информационных технологий. Молчаливые фотографии, которые остались от моих родителей, мне практически ничего не говорят. Дальше, что я ей предложил, что вот мое хобби фотография и видео, и в итоге она согласилась, мы с ней провели целый, скажем, цикл фото, видео, и все это осталось в интернете. То есть Прасковья Ивановна, в отличие от некоторых, была самой-самой продвинутой информационных технологий по поводу, с одной стороны, и скромная, с другой стороны, держала руку на пульсе времени. Знала, что такое интернет?
Да. Теперь дальше, что, но в итоге следующее, что она славянка в полном смысле этого слова Русь. Ну, как бы там ни было, я не хочу никого обидеть, но по отношению к русским в Коме есть определенный национализм. Может, сейчас про это не надо говорить. Когда мы проводили вечер памяти в Центре Коми культуры, меня спросили наши, будут ли читать стихи на каком языке у Проскуры Ивановны. Я сказал, что нет. И они никто не пришли. Но в то же время нашлись сейчас те, кто перевели стихи Проскуры Ивановны на коми язык. Это Инга и Нина Обрезкова. И вот 7 декабря в этом году в Доме дружбы народов мы планируем провести фестиваль, что в имени твоем учитель. И здесь будет память, с одной стороны, значит, Проскуру Ивановну мы ставим в один из углов n-мерного многогранника. Как пример учителя с большой буквы. Спасибо.